Привет всем! Мы рады видеть вас на нашей площадке. Сегодня мы поговорим с вами о российском движении детей и молодежи. Друзья, внимание на экран. Дети и молодежь – это не только наше завтра, но и наше сегодня. Важно, чтобы государством и обществом были обеспечены все условия для всестороннего развития подрастающих поколений. В 2022 году было учреждено Российское движение детей и молодежи, целью которого является содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи, создание возможностей для всестороннего развития и самореализации, подготовка подрастающего поколения к полноценной жизни в обществе. Одним из участников учредительного собрания нового движения является якутянин Геннадий Охлопков, председатель Союза детских общественных объединений Республики. В настоящее время свою общественную деятельность он ведет параллельно со своей основной профессиональной нагрузкой. Геннадий является заместителем директора Саха-театра. Нужно ли детям и молодежи данное движение? И способствует ли его создание патриотическому воспитанию? Друзья, чтобы разобраться в этой проблеме, нам нужно будет разделиться на две группы. Мечтатели — это те, кто считают то, что создание единого движения детей и молодежи говорит о новом витке развития молодежной политики в нашей стране. Объединение всех движений в одну большую организацию должно систематизировать процесс организации досуга подрастающих поколений. Реалисты — это те, кто считают, что мы живем в иных условиях, чем когда свою деятельность вели такие организации, как «Пионерия» и «Комсомол». И действительно завлечь детей и молодежь страны в работу такой организации представляется невозможным. На данном этапе существует множество иных общественных организаций, которые помогают аккумулировать активную часть молодежи в зависимости от их интересов. При этом каждая из сторон должна стараться перетянуть на свою сторону больше участников из противоборствующей. В конце передачи у каждого из вас будет возможность поменять свою точку зрения. Соответственно, мечтатель, который убедится в точке зрения реалистов, может перейти к ним, ну и наоборот. При этом мечтатели будут располагаться справа, а реалисты слева. Делимся. Итак, встречаем нашего героя, общественный деятель, председатель Союза детских общественных объединений Республики Саха, участник учредительного собрания Российского движения детей и молодежи Геннадий Охлопков. Приветствую. Присаживайся. Геннадий, здравствуйте. Приветствую. Вам сейчас дается 1 минута для того, чтобы вы могли немного рассказать о себе. Пожалуйста. Я характеризовал бы себя как созидатель, реализатор, создатель новых проектов и тот человек, который двигает новые тренды для того, чтобы менять общество, внести что-то лучшее. И, наверное, меня воспитали таким в детской организации, в моей родной школе, в Усалданском Улусе, в Легойской средней школе. Пользуясь моментом, хотел бы передать своей родной школе привет, потому что недавно они отметили свой юбилей. Ну, начнем мы с небольшого блиц-интервью, соответственно, быстрые вопросы и быстрые ответы. Так, первый вопрос. Активна ли молодежь Якутии? И касается ли это большинства? У меня есть возможность сравнивать нашу молодежь с другими регионами, поэтому хочу смело заверить, что у нас очень смелая, инициативная молодежь. Потому что если вот рассмотреть на федеральном уровне, очень много инициатив, очень много проектов сегодня реализуются и на республиканском, и на федеральном уровне. Поэтому я хочу сказать, что у нас самая классная, лучшая молодежь. Это очень здорово. А при этом касается ли это все же большинства нашей молодежи, или это все же какая-то небольшая ее часть? Основная тема нашей детской организации – это самое главное вовлечь в наши ряды тех ребят, которые сегодня не заинтересованы, которые не мотивированы, и хотим через мероприятия, через дела и проекты их втянуть в наше большое сообщество. И как раз таки, что молодых ребят мотивирует заниматься общественной работой? Самое главное, мне кажется, это самореализация, это сверстники, это сообщество, это наставники. И самое главное, увидеть итоги своей работы. И в процессе они приобретают свой опыт. Это, конечно же, навыки, умения, коммуникации и компетенции. Патриотична ли наша молодежь? В чем это выражается? Сегодня вот новое движение как раз консолидирует наши детские объединения, чтобы мы понимали
общую задачу, общие миссии и под одним флагом, чтобы мы понимали сущность своей Родины, сущность государства и каким образом мы сегодня должны помогать своему родному краю. Это самое важное, родной край. Мы понимаем, что оно начинается с самого себя, с улицы, с региона и, конечно же, вся наша страна. Поэтому думаю, что мы к этому двигаемся, но тут, конечно, нужно рассмотреть баланс, чтобы не только вы в какие-то развлекательные направления не уплыли, а самое, чтобы было содержательно, чтобы человек сам строил свое будущее. Геннадий, если мы говорим лично о вас, какие главные сложности были, с которыми вы сталкивались по ходу своей общественной деятельности? Я хочу сказать, что дети очень демократичный народ. Они готовы поддержать любую идею, сплотиться и быть вместе со всеми. А вот со взрослыми чуть сложность имеется, потому что у них уже устой состоялся, мировоззрение, у них есть свои группировки, поэтому в нашей работе сложно вести работу со взрослыми, чтобы они вот эти вот стереотипы сломали и в новом направлении, в новом формате развивались. Поэтому, мне кажется, в нашей работе самое сложное – это вот когда мы хотим менять взрослых, мы хотим, чтобы взрослые понимали тенденции сегодняшнего времени и создавали комфорт для наших детей. Поэтому со взрослыми немножко есть сложности, нежели чем с детьми. Встречаете ли вы негатив по отношению к своей деятельности? Да, бывает негатив. Иногда нас оценивает, что мы как будто развлекательными инструментами пользуемся. И сейчас такая тенденция, например, одном примере, вот флешмоб оторвали от одного мероприятия и подают как отдельное мероприятие. На самом-то деле флешмоб – это элемент одного большого дела. Это либо в начале, либо в конце надо танцевать или там музыкально импровизировать флешмоб. А на самом-то деле это не само дело, а содержание должно быть другое. Например, в таких моментах есть такие вот моменты, когда нас ругают и видят, что мы только поем, танцуем. На самом-то деле за этим стоит наши конкретные дела. Поддерживается ли обществом в достаточной мере молодежные движения, как вы считаете? Недостаточно. Вот, Антон, тебе большое спасибо, потому что вы нас пригласили, и мы показываем таким образом нашу деятельность. Важно, чтобы вообще сообщество, наша республика, страна, взрослое население понимали суть и важность детского движения. Это, конечно же, начинается с улицы, с общественных пространств, когда все говорят об одном, о патриотическом воспитании, о вообще развитии личности человека, чтобы это не была не только тема молодежки или образования, это должна быть всеобщим такой миссией общества. Какие мифы о молодых активистах вы бы хотели развеять? Ой, это сложный вопрос. Ну, дело в том, что мы находимся в самом молодежной политике, и нам сложно со стороны оценивать, что о нас говорят и какие у нас минусы, но сегодня важно, чтобы ребята систематизировались и умели планировать, да? Об этом, конечно, хочется сказать. И сегодня говорят, что молодежь сегодня недостойна, и некоторые говорят, но другой молодежи у нас нет. Но всегда есть с другой стороны та часть молодежи, которая говорит, раньше было лучше. Ну да, но другой молодежи у нас не будет, есть то, что сегодня мы имеем. Поэтому это наш итог работы, то, что мы сегодня имеем такую молодежь. Поэтому если мы ругаем молодежь, то, мне кажется, ругаем самих себя, мы взрослые виноваты в этом, поэтому надо взять ответственность и двигать у себя уже, начиная с сел, школ. От этого начинается, мне кажется, и патриотизм, Родина. Так, Геннадий, сегодня перед вами те, кто постарается узнать вас немного поближе, ну и пообщаться на нашу сегодняшнюю тему. Это в основном у нас молодые активисты, в том числе студенты и работающая молодежь. Справа от вас расположились мечтатели. Мечтатели — это те, кто считает, что создание единого движения детей и молодежи говорит о новом витке развития молодежной политики в нашей стране. Объединение всех движений в одну большую организацию должно систематизировать процесс организации досуга подрастающих поколений. Слева от вас расположились как раз-таки уже реалисты. Они считают, что мы живем в иных условиях, чем когда свою деятельность вели такие организации, как «Пионерия», «Комсомол». И действительно, завлечь детей и молодежь страны в работу такой организации представляется невозможно.
На данном этапе существует множество иных общественных организаций, которые помогают аккумулировать активную часть молодежи в зависимости от их интересов. Ну что, друзья, давайте мы обратимся уже к вам. Поделитесь, почему вы оказались с той или иной стороны. Чем обусловлен ваш выбор? Ну и давайте начнем со стороны мечтателей. Пожалуйста. Я за то, чтобы ученики школ работали вместе с студентами из других учебных заведений. Угу. Пожалуйста, реалисты. Наша Россия, Российская Федерация, она очень большая. И у нас есть такой опыт, что централизованно невозможно вообще долго продержаться, контролируя всю молодежь. Поэтому мы считаем, что нам нужно как-то разделяться и тем самым рождать конкуренцию. Наша сила в многообразии, да? Да. Конкуренция, она помогает развитию, а развитие — это и есть молодежь. Поэтому мы считаем, что разные секции, разные направления должны стоять в разных организациях. Поэтому одну целостную какую-то организацию невозможно создать. Угу. Еще мнение? Нам кажется, что в наших школах, например, образовательных учреждениях не хватает как раз-таки вот этого вот единства, возможно, какого-то воспитания молодежи. И очень бы хотелось бы все это объединить как раз-таки такими объединениями, чтобы молодежь правильно мыслила, соответственно, развивалась в каких-либо направлениях. Вообще в общественных объединениях множество есть направлений, которые может завлечь любого ученика и тому подобное. И да, мы бы хотели бы, чтобы это все было. Спасибо, поаплодируем. Реалист, пожалуйста. Все-таки хочется уже тоже, опять же, сказать, что система — это главный враг творчества. И все такие организации, если она будет существовать, она будет очень сильно мешать как раз-таки развиваться детям в этих организациях. И, во-вторых, это очень сильный политический рычаг для каких-то сил, которые будут использовать. Но вот опять же, та же самая комсомолия, пионерия, она же вся использована была правительством для своих каких-то целей, а не для студентов и школьников. Для детей это круто попробовать себя в разном. И если это все объединяет одно движение, то человеку будет проще. Допустим, сегодня я поснимаю видео, а завтра я пойду на эко-конференцию. И это все от одного движения, и оно друг другу... вот одно движение, и оно имеет множество направлений. И вот в этих направлениях проще ориентироваться, если это все едино. И полагаю, что лучше всего начинать с малых кругов, допустим, этот центров города, потом школы, которые до окраинов, и так уже разрастаться до размеров республики и уже России. Уже есть. Были такие моменты, когда начиналось с городских, со школьных организаций. Даже республиканское движение было у нас когда-то, я помню. Единое детское движение. И вот было, постепенно оно было. И я помню, как оно переросло постепенно в РДШ. И сейчас вот новый уровень, когда не только школьники, но еще и молодежь. А молодежь, на секундочку, мне сказали, это с 14 до 35 лет. То есть до этого было до 18 лет, школьники относительно, а сейчас уже до 35 лет это может разрастись. Разве это не круто? Есть одна организация, она занимается, например, скажем, дебатами. Они воспитывают настоящих ораторов, каких-то политиков, будущих чиновников, и их учат одному. А есть, например, организация скаутов, которые поднимаются на гору, им нужно хорошо качать свои мышцы, им нужно хорошо питаться и так далее. Но не может быть такого, вот, учитывая человеческий фактор, чтобы вот один человек, одна организация разбиралась во всем. Нам нужны эксперты, которые разбираются в своей теме лучше всех. Ну что, давайте перейдем к вашим вопросам, к нашему гостю Геннадию. Давайте начнем со стороны мечтателей. Пожалуйста. Как в наше время можно, так скажем, мотивировать людей вступить в это объединение? То есть какие вообще существуют плюсы, так скажем, какие-то плюшки для активистов, которые условно завлекут и вообще, может быть, кому-то даже и помогут? Тех, кто еще не знает про это объединение. Спасибо. Сегодня создается не организация, а движение, которое имеет единые цели, но с другой стороны он объединяет все организации, которые сегодня имеются, действуют или будут создаваться под флагом этого движения. Сможете ли вы поддерживать вот эту вот активность, направлять его в нужное русло? Если этих детей, если объединить сразу, их будет слишком много же. Мы понимаем, что ценности формируются
в семье, да, и в школе мы должны изучать те предметы, которые будут полезны для того, чтобы потом стать профессионалом своего дела. А общественно-социальная активность, она будет дополнительно развивать человека те или иные качества, компетенции, ну и, конечно же, это бесценный опыт, через который мы можем раскрыть себя. Самое главное, чтобы сегодня вот таких позитивно мыслящих людей было много. Нам важно, чтобы вот правильные вещи мы транслировали для детей. И через какие-то полезные дела мы объединялись. Не просто там флешмоб танцевать, да, а давайте посадим дерево, или там давайте поможем старшему поколению, да, или давайте вот поможем бездомным кошкам и так далее, и так далее. Вот через такие дела, конечно, будем объединять людей, и это будет, мне кажется, на пользу пойдет для всех. Пожалуйста, мечтатели. А как же привлечь тех людей, которым не интересно весь этот активизм, как же привлечь к новому движению, если они и в том движении не участвовали? Да, это очень правильный вопрос, потому что вообще наша общая задача не только РДШ, не только региональной детской организации или школьной детской организации. Сегодня мы ведем диалог с виртуальным миром, да? Потому что в виртуальный мир ушли наши ребята. Все сидят в телефонах, в гаджетах, в цифровом вакууме находятся. Поэтому сегодня важно, чтобы их оттуда достать в живое наше общение, чтобы мы ощущали чувство счастья, что мы живем, что мы любим, творим через какие-то вот реальные дела. Пожалуйста. Знаете, слушая ваши ответы, у меня возникло некое чувство такой, знаете, несправедливости. Вот вы говорите, те, кто выступает, их нужно как-то выделять, то есть прям показывать, что они выделяются, что они какие-то особенные. Но, опять же, люди, которые не хотят участвовать, вы называете, что это проблема. Как будто бы, если кто-то не хочет участвовать, то это проблема, что он не хочет участвовать, как будто бы он проблемный человек. Вот считаете ли вообще справедливым, что нужно обязательно выделять людей, которые хотят как-то активничать? Может быть, все-таки люди, которые не хотят как-то участвовать в определенных организациях, может, у них есть какие-то причины. Но все-таки, если мы делаем вот такие вещи, мы же их занижаем. Мы буквально мы говорим, что одни люди ниже других. Вообще, это справедливо разве? Так, тут нужно, конечно, рассматривать шире, потому что мы не говорим о том, что нужно быть только активным. Мы говорим о том, что человек позитивно мыслил и позитивные дела делал во благо Родины, общества, социума и так далее. То есть это социальная активность. И я говорю, имея в виду, конечно, есть спортсмены, есть медалисты, да, есть те ребята, которые целенаправленно занимаются научной деятельностью и так далее, и так далее. Это тоже активность ведь, это тоже активность. Мы говорим про негативные проявления, например, да, и хотим, чтобы вот тех людей, которые светлодумающих, стало больше. А я говорю, не просто вот активиста мы сегодня поощряем, потому что она классно, организовала тусовку. Нет. Мы говорим о какие-то подвиги, какие-то общественные дела надо поощрять. Что вот Петя организовал свою группу, сделали скворечники и вот повесили и кормят птиц. То есть это мы должны оценивать. Да? Что как пример для общества давайте станем такими, давайте делать добрые дела и так далее. Оценивать общественно полезные дела. Не просто вот условно активных надо вот на подиум посадить, а неактивных как бы мы забыли. Нет, речь не об этом. Спасибо. Пожалуйста, еще. И каким образом именно нужно развивать детей, чтобы они в будущем уже не имели никаких проблем уже во взрослой жизни? Очень правильный вопрос, потому что это, мне кажется, это наша ошибка взрослых, когда мы сами организовываем и детей созываем. А сейчас, мне кажется, надо ответственность давать ребятам, чтобы они сами стали инициаторами мероприятий, сами это провели. Пусть это будет на таком стартовом уровне, пусть это будет с ошибками, но это будет их ошибка. Да? И в процессе должны люди расти и себя как бы оценивать, сканировать. Вот, например, когда даже в детском саду дает задание там, сделать елочную игрушку. Делают в основном братья, сестры, бабушки, родители делают, чтобы участвовать и сорвать хороший приз в детском саду. И наоборот, мы отнимаем ту возможность, когда ребенок сам должен расти, созревать. Вот поэтому сегодня, мне кажется, роль активных ребят должна возрасти,
А роль педагогов, она должна стать просто как менторским, да? Как наставник. Он должен содействовать вот, реализации тех идей. Но иногда бывают такие азартные руководители, что вместо детей они делают. Но это неправильно. Это как-то надо нам балансирование этим вопросом Нужно заняться. подводить к самостоятельности подрастающего поколения. Да, да. Потому что, чтобы был момент, чтобы они росли, развивались, они понимали, как это делать. Ошибку сделал, то должен же исправлять, и потом должен выйти на лучший результат. Вот тогда будет рост. А если мы будем там сами делать, созывать и делать вид, что у нас как будто все хорошо, это как бы уже, мы уже это прошли, это уже как бы не работает. Поэтому надо двигаться вперед. Спасибо, давайте поаплодируем. Ну что ж, друзья, у нас есть небольшой сюжет, видеоопрос по теме нашего обсуждения. Поэтому, друзья, внимание на экран. Нужно ли воспитывать патриотизм в подрастающем поколении? Ну да, конечно, считаю, что нужно. А каким образом? Ну, не знаю, потому что они должны знать прошлую историю и чтобы рассказывали своим внукам. Конечно, нужно. А каким образом это можно сделать? Это надо из детского садика приучать и в школе, дома. Обязательно. А каким образом? Ну, как в школе, начиная даже, наверное, с раннего возраста, с детского сада, да. Какими вот именно мерами, что можете предложить? Ну, наверное, ракурс в историю немножко, из жизни, допустим, предков. Надо вернуться к истокам, я думаю. Однозначно. Однозначно. У нас это дело сейчас упущено. Допустим, когда вот я был ребенком, да, ну, когда был пионером, еще что-то такое, и нас, и не только дома, но и на работе, и в организациях вот этих пионерий, там, и комсомол, и именно о патриотизме говорили. У нас этого нет сейчас. Скажем так, велосипед, а что изобретать? У нас все-таки же все это было, да, это нужно все поднять как-то в новое русло, более современно, но детей нужно обязательно приобщать к патриотизму. У нас его просто нет. А как вы относитесь к тому, что сейчас возрождают именно единое движение детей и молодежи? Нужно ли оно? Конечно, нужно тоже. Ну, полезно будет для вот именно духа патриотизма, воспитания духа патриотизма. Положительно, я думаю. Надо воспитывать в детях чувство патриотизма. Ну, скорее всего, да. Поаплодируем. Так, друзья, давайте зададимся вопросом. Как воспитать патриотизм у подрастающего поколения? Каким образом? Что для этого нужно? Давайте мы начнем с нашей аудитории, затем послушаем ваше мнение, Геннадий. Пожалуйста, мечтатели, как вы считаете? Да, разговор о важном, который проводится в данный момент во всех школах России, примерно этому и учит, то есть рассказывает какие-либо, ну, допустим, историю нашей страны, там, важных людей для нашей истории. Вот, скорее всего, да, это есть проявление обучения патриотизму. Вот. Как говорил один из великих философов, которых я читал, это «если ты хочешь что-то изменить, начни сам». Поэтому, как по мне, чтобы начать воспитывать патриотизм, нужно, скорее всего, начать именно с себя. Показывать таким образом то, что ты любишь это место, где ты родился, ты любишь республику Саха-Якутия. Но это не таким образом, что ты показываешь, что это флаг носишь везде с собой, там, везде там, футболка там с флагом тоже, или же там бомберка, куртка, где сзади написано «Саха». Это больше о том, что ты хочешь сделать это место лучше, потому что ты здесь живешь, ты здесь родился, здесь твои родители, здесь твои друзья, и ты своими же инициациями, своими действиями. Не надо думать, что вот это место такое плохое. Думайте, что это классное место, потому что я хочу сделать это место классным. И вы тоже можете сделать это место классным вместе со мной. Патриотизм — это больше, ну, лично для меня о том, что рассказать, где ты живешь, то есть понять, где ты живешь. И где ты живешь — это есть ты сам. И патриотизму, как мне кажется, обучить, ну, сложно, порой даже невозможно. Если человек понимает и осознает всю прелесть того края, где он живет. И вот как сказали, что ты можешь сам его изменить. Если ты хочешь изменить, ты изменишь. И мне кажется, обучить патриотизму невозможно. Это все идет изнутри, из сердца, как бы. Ну, прививают родители в основном.
Я думаю, что патриотизм, чтобы его воспитать, нужно все же показать ребенку, что Родина — это не только там, что ты считаешь, я патриот, я люблю там политиков каких-то, то значит я патриот. Патриот тот, который любит свое место, он ухаживает своим местом. То есть нужно показывать ребенку, что в первую очередь, что ты должен помочь там убраться где-то. То есть нужно все же показывать, что Родина — это не место, это, скорее всего, Родина — это мы, это люди. То есть нужно относиться по-человечески, нужно показывать ребенку свои отношения, то есть взращивать. Взрослые люди должны понимать сами тоже, то есть нынешние взрослые люди, да, они тоже должны начинать с себя, то есть начать сами быть патриотами, чтобы их дети тоже, пример приводить к своим ребенку, да, и чтобы они как ты видели... считаешь, давай вот это все подытожим, Да. Как ты считаешь, а вообще знают люди, что такое быть патриотом? Просто я вот опять же слушаю ребят, разные точки зрения, все послушали этих людей, которые в вопросе участвовали, и складывается впечатление о том, что у всех же понятие патриотизма разное. Да, понятие патриотизма. А люди вообще знают, как ты считаешь, что такое быть патриотом? Как ты считаешь сама, что это значит? Я думаю, что большинство людей вообще понимают патриотизм как защищать свою родину. Например, у взрослых на данный момент такое понятие есть, как Родина просит помощи, то есть, и ты должен сейчас за нее сражаться. То есть, значит, есть два типа людей. Первый тип и второй тип. То есть, они говорят то, что я люблю свою родину за природу, я тут родился, мне это нравится, да. И все это должно быть все вместе. То есть, все эти люди должны объединиться в одно. То есть, я люблю свою родину за природу, и я должен ее защищать. То есть это все. Но лично мое мнение, то есть то, что все люди, то есть у них нет общего определения патриотизма. Главное — это любовь. Все говорят, что это любовь к родине. Но можно ли воспитать в человеке любовь? Можно ли заставить человека любить кого-то? Можно ли, в принципе, сделать как-то, научить его любить? Но ведь научить любить, как-то какие-то приемы использовать, чтобы человек полюбил. Можно ли заставить, допустим, какого-то человека полюбить другого человека, объясняя ему, что тот хороший, красивый? Никак. То есть, опять же, человек сам выбирает, быть ли ему патриотом, не быть, и никакие методы тут не должны быть использованы. Он не обязан быть патриотом этой страны. Может, ему нравится другая страна просто потому, что, не знаю, вообще любая причина абсолютно. Даже причина не нужна, то есть это любовь к стране, вот что самое важное. Если ты уже любишь эту страну, то тебе не нужно ничему учить. Может быть, ты сам с возрастом придешь к этой любви. То есть никто, кроме тебя, не может научить тебя быть патриотом. Родители могут тебе объяснить, родители могут своим примером показать, что они хорошие люди, они родились в этой стране, и ты будешь думать, что эта страна хорошая. И со временем ты сам можешь прийти к таким. Патриот? Могу сказать, что да, я патриот, я очень люблю Россию. То есть я не хочу отсюда никуда уезжать, мне нравится страна, я хочу, чтобы эта страна становилась все лучше и лучше. Я сам готов, хоть я и не активист, хоть я и сейчас не вступаю ни в какие организации, но опять же, я готов делать все для этой страны, я готов, чтобы страна выглядела лучше, красивее, чтобы страна была свободнее. И я считаю, что, в принципе, все люди, которые любят свою страну, которые патриоты, они могут делать что-то, но, опять же, любовь бывает совершенно разная. Любовь бывает, когда ты хочешь защищать что-то, когда ты хочешь делать все для чего-то, когда ты готов отдавать себя всего чему-то. Но иногда любовь может быть просто сказываться в каких-то мелочах. То есть ты просто будешь думать об этой стране, думать о том, что ты ее любишь, и больше ничего не делать. Ведь никто не заставляет тебя испытывать определенные чувства к этой стране. То есть патриотизм, я считаю, исходит только из самого человека, из его души, и воспитать ему никак нельзя. Геннадий, что мы послушали мнение ребят? Поделитесь, как вы считаете, как можно воспитать патриотизм у подрастающих поколений? Я хотел бы озвучить 3 момента. Первое, это патриотизм формируется и складывается от очень многих элементов. Одним мероприятием, одним уроком истории патриота формировать невозможно. И он складывается, конечно, из многих элементов, но фундаментом, мне кажется, является ответственность. Когда ты ответственен не только за себя, а за других, когда ты у себя все организовал, в семье все хорошо, в достатке живете, да,
ты можешь еще другим помочь. Вот как раз детская организация дает вектор, чтобы мы, кроме дома, учебы, могли и выйти на другой такой уровень, когда мы можем помочь обществу. Да? И мне кажется, вот если мы будем формировать ответственность, вот тогда патриотов, мне кажется, будет больше и убежденнее, и как бы четче будет вот это вот понятие, что такое патриотизм. Второй момент, вот правильно отметили, что сегодня обвиняют только школу о том, что сегодня в некоторых местах наши ребята не патриотичны. С другой стороны, дети – это сегодня отражение общества. Как взрослые себя ведут от их действия, сегодня и на этом примере как бы формируется, воспитывается наша молодежь. Поэтому сегодня вот семья и общество на самом-то деле больше всего влияет. Мы в школе говорим только о правильных вещах. Да? Там, как теплицы, мы создали вот такие благоприятные условия, сегодня только о правильных ценностях говорим. А когда выходит на улице, в магазине, или в городе, или в обществе, там обратно идет. И даже в семье, да, говорят об обратном. Вот поэтому сегодня единые ценности, подходы должны быть не только в школе, но и в обществе, и в семье. Вот тогда мы будем транслировать одно и то же. Вот когда по YouTube или по каким-то другим каналам вообще негативное все как бы, да, заливают, и что можно и быть таким, можно и жить везде, а сегодня мы в школе говорим как будто вот теоретически. Одни говорят одно, вторые второе, да, третье, да. И поэтому у нас дети в этом во всем теряются. Да. Поэтому, мне кажется, вот самая главная ответственность, ребят, ответственность. Это вы уже ответственные люди, вас пригласили, вы пришли. Красивые, одетые, еще говорите... Сменную обувь с собой взяли. Да, это уже ответственность, ребята, да? Это уже ответственность. Вот таким образом складывается ваша личность, что вы уже ближе к тому, чтобы стать патриотом. И самое главное, вот первая часть – ответственность, вторая часть – действовать. Неважно, только детская организация может стать инструментом, чтобы вы были активными. Спорт, культура, искусство, да? Разные виды направления творчества. Давайте проявляйте, действуйте, чтобы сегодня внести что-то полезное для нашего общества. Спасибо, давайте поаплодируем. Сейчас у нас наступил тот самый момент истины, друзья, когда вы можете поменять свою точку зрения. Соответственно, мечтатель, который убедился с точки зрения реалистов, то есть в том, что такое движение организовать невозможно, может перейти к реалистам. Ну и наоборот, реалист, который убедился в необходимости, в важности создания такой организации, может перейти к мечтателю. Ну что, определяемся, и на счет 3 можно будет перейти. Давайте. 1, 2, 3. Тут все остались при своем мнении. Все уверены в том, что создать такое движение не представляется возможным. Все уверены. Ага. Тут тоже все уверены в том, что этот... Ага. Но самое главное, нас больше. Кто верит. Хорошо, давайте друг другу поаплодируем. Геннадий, у нас по традиции нашей передачи у вас, как у гостя, есть возможность определить лучшего участника и вручить ему свой презент. Пожалуйста, кого вам бы хотелось отметить? Ну, многие взрослые говорят о том, что сегодня дети не читают, но в основном учителя предлагают какую-то классику. Может, сегодняшним ребятам трехтомники неинтересны. Поэтому я считаю, что может быть полезным книга о саморазвитии личности человека. Вот те тренды, те инструменты, которые полезны нашим ребятам быть классными, крутыми в обществе. Поэтому я хотел поделиться книжками. А кого выделить? Да? Вначале давайте назовем, их пригласим. Давайте вас, потому что вы самый активный. Пожалуйста. Да. Так. Давайте вас, самого заслуженного активиста. Да, давай. Да. Так. Да, и давайте с реалистов, вот, давайте вас, да. Ну что вы подготовили? Пожалуйста, презентуйте. Это книги для личностного роста, как раз для молодежи будет очень интересным. Они сегодня вот сами сказали, что они гибкие, пластилин, они могут впитать и становиться лучше. Поэтому я хотел вам подарить Дейл Карнеги «Как завоевывать друзей или влиять на общество». Вот как раз вас мало, будете учиться и влиять на людей.
и создавать свое сообщество. А вот девочке я хочу подарить книгу «Есть идея», потому что человек очень деятельный. Давайте и вот как раз поаплодируем. на основе идей она может собрать еще большой круг и реализовать какие-то очень интересные задумки. Ну и хочу подарить книгу «Код публичности». Это бестселлер, который направлен на развитие личностного бренда. Вот как раз про бренд мы тоже говорили, и как раз ты наберешь опыта и будешь помогать нашему новому движению продвигать наш личный бренд нашего движения. Давайте поаплодируем. Пожалуйста, ребят, немного представьтесь, немного расскажите о себе. Хорошо. Здравствуйте, меня зовут Гущина Мария, я ученица 10 класса школы номер 6 города Якутска. Занимаюсь активной деятельностью вообще с 5 класса, когда первое, наверное, мое крупное мероприятие, это было как раз фестиваль ЕДД, да. Он длился 2 дня. Я вообще не знала, что мероприятия могут так долго длиться, но это было очень интересно, мне понравилось. И с тех самых пор я такая, когда что-то вот говорят, хотите поучаствовать в мероприятии? Я такая, да, конечно, это интересно, это весело. Вот, поэтому я здесь. Здорово. Поаплодируем. Меня зовут Фоменко Николай, я ученик 11 класса 31 школы, состою в детских общественных объединениях нашей школы «Алые паруса», «Союз старшеклассников» и тому подобное. Развиваюсь в сфере медиа, обладаю различными медиа-навыками в наше время. Вот, соответственно, то же самое, как сказала у нас до этого. Если есть какое-то мероприятие, зовите меня. Соответственно, вот, продвигаю свою школу в массы и все. Спасибо. Меня зовут Антон Васьцен, являюсь студентом-педагогом, 4-й курс, уже скоро заканчиваю. А также являюсь активистом профсоюзной организации студентов, где я набрал, где я и набрал опытов в этих общественных всех деятельностях. Спасибо. Что ж, друзья, мы приглашаем всех подняться сюда, на наш подиум, для того, чтобы мы еще могли немного пообщаться друг с другом, ну и с нашим гостем Геннадием. Это была программа «Я молодой». С вами был ее ведущий Антон Васильев. Будем развиваться вместе во благо себя и родной республики. Всем пока! Мне очень понравилось общаться, потому что ребята очень живые, разговорчивые, и самое главное, задаются очень правильными вопросами, и на них мы находим ответы. Я тоже был в таком восторге от этих мнений, и я думаю, что мы немножко дали полезную информацию для телезрителей, и ребята тоже поняли, что создается большое движение, они хотят и должны быть в тренде, быть в гуще событий, чтобы они стали созидателями этого нового движения, как российское движение детей и молодежи.